В режиме нон-стоп на 3 борцовских коврах Центра спортивной подготовки «Триумф» проходят схватки участников турнира памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Более 240 спортсменов из 13 стран, включая сборную России, будут оспаривать звание сильнейшего борца в своих весовых категориях. Турнир Дмитриева считается одним из главных стартов для молодых борцов, и для многих именно с него начинается путь в большой спорт. Такие страны, как Иран, они привели первый состав. Хорошие страны, Армения привезла хороший состав, Белоруссия, и Греция. Ну, все привезли своих первых номеров, как бы, своих сборных. Качество высокое, я же говорю, что я поэтому отмечаю, что участники сборной России идут без поражений, пока вот я наблюдаю. В этом году на турнире Дмитриева появилось новшество. Впервые в программу соревнований включена женская борьба. До этого девушки-юниоры не имели собственного международного турнира. Мне бы вообще хотелось, чтобы именно от этого турнира отбирались на Европу, как вот у нас Ярыгинский по взрослым. Почему бы сделать такой же статус и дмитриевский, чтобы на начало года, можно так сказать, отбирались с этих соревнований на Европу, а Россию, там, как и у взрослых, параллели проводить на мир. Поэтому уровень хороший. Я думаю, этот турнир очень достойный, чтобы сформировалась сборная команда по юниорам, по юниоркам. Сборная России выставила на турнир сильнейший состав, в котором немалую долю занимают воспитанники якутской школы борьбы. Организаторы понимают серьезность конкуренции на коврах, но какими бы сильными ни были соперники, сдаваться без достойной борьбы никто не собирается. Вот приехало 26 регионов, из них 20 членов сборной команды России, которые в прошлом году стали призерами, которые отобрались на первенство России. Из них они представляют здесь сборную команду России. Для них это подготовительный и основной старт, вот, можно сказать, это в возрасте. Выступает где-то 70 юниоров с республики Саха. И еще рассчитываем что в призерах попали 10 спортсменов. Завтра в «Триумфе» продолжатся предварительные схватки, а ближе к вечеру начнутся полуфиналы. Финальные поединки состоятся в субботу и воскресенье. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск.